то, что подают российские СМИ, к сожалению, это полнейшая дезинформация, тотальная дезинформация, которая ставит ситуацию в Украине с ног на голову, передает ее в крайне искаженном виде. Но даже несмотря на это, я должен отметить, что, по моему мнению, граждане Таджикистана, эксперты, они все-таки достаточно выдержанно, с проявлением чуткости к происходящему в Украине, с пониманием относятся к тем событиям, которые имеют место сегодня в Украине. Еще хотела бы узнать ваше мнение по поводу Крым не превратится в одну из Южную Осетию или Абхазию. Не грозит ли это Крыму? Вы совершенно уместно упомянули о Приднестровье, Осетии, Абхазии в контексте того, что сегодня происходит в Крыму. Действительно, во всех этих случаях ситуация развивается по одному сценарию, под копирку, я бы сказал. И есть действительно желающие, чтобы в Крыму результат был такой же, как мы имеем на сегодняшний день в Приднестровье, или так, как произошло с Южной Осетией и с Абхазией. Более чем убежден, мы не допустим реализации такого сценария в Крыму. Территориальная целостность Украины, нерушимость ее границ, ее суверенитет будет сохранен. Вот многие страны, в основном западные и европейские страны, то есть осуждают Россию за то, что она вмешалась во внутреннюю политическую дела в Украине. Как вы думаете, что принудило Россию все-таки вторгаться во внутреннюю политику Украины? То есть вмешиваться? Россия стремится сохранить свое влияние на так называемом постсоветском пространстве. Россия пытается не допустить полного выхода Украины из-под своего влияния, интеграции Украины с Европейским Союзом. Вот то, что стоит по сути за действиями России. Все остальное, так называемая аргументация о притеснениях русскоязычного населения, о присутствии каких-то угроз, о присутствии экстремистов, радикалов и прочий бред, это полнейший вымысел, который не имеет ничего общего с реальной действительностью. На сегодняшний день в Украину, и увидев своими глазами, что если угрозу кто-то и представляет на сегодняшний день в Украине, и в частности в Автономной Республике Крым, то это оккупационные российские войска.